Наталья Филиппова проживает в аварийном доме по улице Курашова с 2 детьми уже много лет. По ее словам, жить в таких условиях стало просто невыносимо. Стены обветшали настолько, что холод проходит в щели. Ежегодно весной квартиру, находящуюся на 1-м этаже, затапливает сточными водами. Дом очень старый, ветхий. Все уже полы сдуваются, стены тоже. Сырость, грибок в доме есть. По словам Натальи, аварийным дом признали еще в 2012 году. Однако до сегодняшнего дня вопрос остается нерешенным. Как пояснили в Департаменте жилищных отношений, дом планируется снести в текущем году. В целом же в 2016 году департамент планирует расселить 443 квартиры в домах, признанных аварийными. Около 106 домов мы уже расселили и начали, скажем так, сносить. Еще планируется примерно 50. Но это, скажем так, квартиры были приобретены по этапу 2014 года. В течение этой недели аварийные дома были снесены по улице Клары Цеткин, Строителей и Макаренко. В Саисарском округе также ведется работа по сносу ветхого жилья. В 2015 году всего снесены 28 домов. Из них 14 по муниципальной программе и 14 за счет застройщиков снесены. Так, в этом году по муниципальной программе запланирован 21 дом в Саисарском округе. Для переселенцев из ветхих и аварийных домов в 2016 году планируется сдать в эксплуатацию 500 жилых помещений. В 2016 году в республике планируется снести более 117 тысяч квадратных метров ветхого жилья. Эта программа финансируется из федерального и регионального бюджетов. В целом на снос ветхого жилья будет затрачено более 7 миллиардов рублей. Галина Погадаева, Денис Попов, Роберт Набиев, Вести, Якутск.